Жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. На календаре сегодня 10 ноября, вторник, и сегодня отмечается Всемирный день науки за мир и развитие, Международный день бухгалтера и Международный день молодежи. Ну а в нашей стране 10 ноября – это профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел. До 2011 года этот день назывался Днем милиции. Также это число календаря запомнилось и в истории, а точнее в истории литературы. Так, в этот день Достоевский завершил свой роман «Игрок». Лев Толстой ушел из своего дома на Ясной Поляне в возрасте 82 лет, и через 10 дней он скончался от воспаления легких. А Ивану Бунину вручили Нобелевскую премию. Все это случилось 10 ноября, но в разные годы. Вот такие события сегодняшнего дня. Интересно, чем нас удивит погода. Давайте узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня в 6 часов утра в центральных Улусах температура воздуха составила минус 21, минус 34 градуса. Днем ожидается 17-25 градусов со знаком минус. В Заречье утром было также прохладно, минус 30, минус 36. Днем ожидается потепление до 22-29 градусов. На юге в 6 часов утра температура воздуха составила минус 14, минус 21 градус, а днем ожидается скачок температуры до минус 6, минус 11. В Вилюйской группе улусов было тепло, минус 4, минус 13, а днем ожидается вовсе плюсовая температура плюс 2, где-то минус 10. В Нижнеленских улусах минус 22, минус 26, это утренняя температура, а дневная минус 19, минус 22. На западе республики утром также было тепло, и днем также ожидается плюсовая температура. Утренняя температура плюс 1, минус 8, а дневная плюс 3, 0 градусов. В Колымо-Эндигирских улусах минус 16, минус 30 утренняя температура, а днем ожидается минус 15, минус 27. В Вянских минус 23, минус 32, это утром, а днем ожидается 25-30 градусов. На северо-западе минус 5, минус 24, а днем ожидается 0-23 градуса мороза. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила минус 19 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду, и днем ожидается 17-19 градусов мороза. Ну а сейчас я передаю слово своим коллегам из службы новостей. Мы с вами увидимся через несколько мгновений. Не переключайтесь. Доброе утро, это телеканал Якутия-24, новости в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. В Якутии в отношении предпринимателей, завышающих цены на лекарственные препараты, будут проведены проверки. Об этом на очередном заседании оперативного штаба заявил глава республики Айсен Николаев. Он поручил региональному Кабмину совместно с Росздравнадзором провести проверку в тех населенных пунктах, откуда идут жалобы на высокие цены на лекарства. Также Айсен Николаев распорядился пересмотреть методы лечения, развивать практику телемедицинских консультаций и усилить контроль за соблюдением ограничительных мер на местах. С этой недели в ряде школ республики началось обучение после осенних каникул. Оперативный штаб Якутии определил, что важными остаются соблюдение санитарных эпидемиологических требований в школе, а также масочный режим и социальная дистанция. Помимо этого, в очной форме в школах должны работать только те педагоги, которые не входят в группу риска. А как должны работать педагоги, входящие в эту группу риска, оперштаб дает разъяснение. Педагоги же, которые входят в группу риска, которые старше 65 лет, а также педагоги, которые страдают, имеют заболевания хронические, вправе работать непосредственно на дистанционной форме, либо находиться на больничном листе.
Минздрав России изменил правила лечения коронавируса на дому. Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, при этом бытовые условия в расчет не брались. Теперь госпитализации подлежат пациенты, живущие в общежитиях и коммунальных квартирах, а также совместно с пожилыми или людьми с хроническими заболеваниями. Также приказом обязали врачей информировать надомного пациента о том, что он должен вызвать медпомощь при ухудшении самочувствия. Если больной живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом месте. Накануне все школы столицы приняли решение о том, в каком формате будут проходить образовательный процесс. Некоторые школы готовы приступить к полноценному процессу и принять всех учеников с 1 по 11 классы, но большинство учебных заведений приняло решение о смешанной форме обучения. Это когда школьники поочередно получают знания то в школе, то за мониторами домашних компьютеров. По подобной схеме школы отработали первую четверть, и, по словам учителей, особых проблем с налаживанием учебного процесса ни учителя, ни ученики не испытали, и первую четверть таким образом многие школьники окончили хорошо. По приказу Управления образования на сегодняшний день с 1 по 11 классы фактически могут обучаться в очном режиме, но в данном приказе есть определенные оговорки. В части чего? В части того, что 5 и 10 классы у нас по приказу образовательного учреждения могут обучаться полностью в дистанционной форме. Также 9 и 11 классы, которые у нас являются в этом году выпускными классами, должны обучаться обязательно в очном формате. К другим темам. Минувшее засушливое лето и лесные пожары могут негативно сказаться на зимовке лошадей в Якутии. Аномальные природные условия создали угрозу копытных в центральных и заречных районах республики. Аналогичная ситуация наблюдалась в начале зимовки 2017-2018 годов. Если лошади раньше времени выйдут на подкормку, это может привести к острому дефициту не только зернофуража, но и грубых кормов. По состоянию на начало ноября в республике поголовье лошадей составляет более 245 тысяч. Есть прогнозы по поставке к дополнительным подкормкам лошадей. Это как в 2017-2018 годах прогноз. Поэтому есть опасения, что дополнительно нам потребуется порядка 8,5 тысяч перетарки и закупки между районами грубых кормов. В рамках работы по организации работы устойчивой зимовки скота и лошадей в следующем году предусмотрено порядка 50 миллионов рублей. Но, смотря на ситуацию, на первом квартале мы эту сумму будем актуализировать. Академия наук Республики и региональная общественная организация по развитию детского движения «Юные оленеводы» объявили о проведении республиканского конкурса фотографий «Арктика глазами детей». Она направлена на привлечение внимания общественности к культуре, духовно-нравственным ценностям малочисленных народов Севера, вопросам сохранения экологии и уникальных природных экосистем Севера. К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 17. На конкурс предоставляются фотографии, выполненные на цифровые или пленочные фотоаппараты и соответствующие следующим номинациям: традиционный образ жизни народов Севера, природа Арктики, лица и поколения. Прием конкурсных работ с 1 ноября по 31 декабря текущего года. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня. До встречи. А между тем в Якутске в сети появились фотографии известных памятников Якутска, на которых повесили медицинские маски. Неизвестно, чьих рук этот перформанс. Справедливости ради стоит отметить, что этот жест уже весной стал мировым трендом с тех самых пор, как пандемия COVID-19 начала распространяться по планете. И ношение медицинской маски в общественных местах стало необходимо для нашей безопасности. А чтобы люди не забывали надевать на лицо столь важный предмет, статуи во многих городах мира были украшены защитными масками.
А пока в Соединенных Штатах продолжают протестовать против результатов президентских выборов, а в городе Рэббит-Хэш, что в штате Кентукки, утвердили новую кандидатуру мэра. И градоначальником здесь стал пес Уилбур. Отмечается, что французский бульдог с отрывом более в 10 тысяч голосов обошел своих конкурентов, гончую по имени Кролик Джек и золотистого ретривера Поппи. На самом деле такие выборы представляют собой сбор средств для исторического сообщества города, которое требует $1 за голос. И таким образом город возглавляют собаки уже с 1998 года. Как показали исследования, большинство людей на планете считает этот год плохим, даже наихудшим в своей жизни, но только не для читы Кэтери и Джея Швант из США, у которых наконец родилась дочь. Это может показаться обычным событием, если бы не тот факт, что почти 30 лет у пары рождались только сыновья, а их у супругов 14. Но их не покидала надежда, что однажды у них появится девочка. И долгожданная дочка родилась в минувший четверг, 5 ноября, с весом 3,5 килограмма. Ее назвали Мэгги Джейн. А тем временем первый якутский интерактивный сериал «Батя» продолжает свою историю. На днях вышла ее 4-я серия. Напомним, что зрители сами могут диктовать ход событий и влиять на сценарий. Первая серия «Батя» вышла в августе этого года. Ее авторами выступили актеры Русского драмтеатра Дмитрий Юрченко и Сергей Цигейда. Все снималось на обычный смартфон. А в 4-й серии к работе уже присоединились операторы, графики и актеры. И теперь «Батя» будет выходить в трилогиях. Вот такие интересные события сегодняшнего дня, такие любопытные новости. Но интересно, чем же нас удивят астрологи. Давайте узнаем прямо сейчас гороскоп в программе «Новый день». Овен. Беспокойный день. Окружающим чаще обычного требуется ваша помощь и поддержка. Иногда приходится отложить собственные дела, чтобы навести порядок в чужих. Телец. День начинается очень удачно. Появляется много хороших идей. Часто для того, чтобы воплотить их в жизнь, почти не приходится прикладывать усилия. Близнецы. Подходящий день для того, чтобы браться за что-то совершенно новое. Особенно хорошо вы справляетесь с делами, которые требуют фантазии и творческого подхода. Рак. Легкий, удачный дел. Рак. Легкий, удачный день. Дел может быть больше, чем обычно, но они не покажутся вам утомительными и скучными. Лев. Неплохой день, хоть и не лишенный напряженных моментов. Чаще обычного приходится спорить, отстаивать свою точку зрения. Дева. Плодотворный день. Дева. Плодотворный день, отлично подходящий для того, чтобы заниматься важными делами и решать серьезные вопросы. Весы. Яркий, насыщенный день. Вам во многом везет. Возможны денежные поступления, в том числе значительные. Скорпион. День требует осмотрительности, осторожности в делах. Не принимайте поспешных решений. Стрелец. Спокойный, благоприятный день. Он подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, подвести итоги и сделать какие-то выводы. Козерог. Сегодня вам удастся справиться со сложными делами, разобраться с какой-то проблемой, которая в последнее время никому не давала покоя. Водолей. Благоприятный день для важных и ответственных дел, занятий, требующих сосредоточенности и внимания к деталям. Рыбы. Это неплохой день во многих отношениях. Едва ли не единственное, что может огорчать, слишком медленное развитие событий. Проявите терпение.
Доброе утро всем тем, кто только что проснулся в этот час. В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня 10 ноября, вторник. И сегодня в нашей стране отмечается День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. И в первую очередь сегодня мы хотим поздравить наших участковых с их профессиональным праздником. Бывает день, не спи мне, видим ночь. Беда приходит, мы должны помочь. Мы правду защищаем, друзей своих теряем, слезы в пути. У нас Родина одна, мы страна. И если в дом пришла беда, как всегда, без упрека и страха настороже, вместе нам острие, рядом на рубеже. Кстати, 1 ноября стартовал финальный этап юбилейного 10-го всероссийского конкурса «Народный участковый». И до 10 ноября каждый пользователь интернета в социальных сетях сможет проголосовать на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов на звание лучшего участкового полиции России. Этот конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых более 44 тысяч сотрудников. А нашу республику в этом конкурсе представляет Игорь Будаев, старший участковый уполномоченный УМВД России по Мирнинскому району, майор полиции. И сегодня Игорь у нас в гостях в нашей программе. Доброе утро, Игорь! Доброе утро. В первую очередь примите наши самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Скажите, Игорь, почему и когда вы решили выбрать именно эту профессию? Все-таки профессия непростая, работа с населением, много жалоб. Может быть, это будет сказано наивно, но я со школьной скамьи выбрал себе профессию, стать, тогда было милиционером. То есть вы считаете, что это ваше призвание? Да, мое призвание. А сколько лет вы уже служите в органах? Около 20 лет. Начал службу участковых, сейчас до сих пор также являюсь старшим участковым. Ага. Скажите, Игорь, а с какими сложностями вы сталкиваетесь в своей работе? Ну, при работе, конечно, обращение, в первую очередь, обращение граждан, общение с народом, жителями своего участка. Как ты относишься к родственникам? И получается, такое же отношение, получается, я отношусь к своим жителям участка. Угу. Игорь, а хватает ли времени на семью, на хобби? Конечно, не хватает. Очень много времени уделяю работе. Семья говорит, да. В самом начале, Игорь, мы говорили о народном голосовании. Вы в этом конкурсе представляете нашу республику. Скажите, как проходит голосование, сколько очков, сколько голосов вы уже набрали? Во втором конкурсе я выиграл республику. На данный момент завершается федеральном уровне конкурс. Но, к сожалению, я там в середине. О, Игорь, вы у нас пропадаете. Я напоминаю, что Игорь Будаев, старший уполномоченный участковый ОМВД, сейчас выходит к нам на связь из Мирнинского района. Связь не очень хорошая. Игорь, ну наверняка у вас есть желание поздравить всех своих коллег, друзей, соратников с профессиональным праздником. Что бы вы хотели им пожелать? В этот день я хочу поздравить своих коллег, также уважаемых ветеранов с профессиональным праздником, Днем сотрудников органов внутренних дел. Пожелать им успеха и удачи в службе, семейного благополучия, а также сейчас актуально в это время здоровье.
С праздником. Огромное спасибо, Игорь, за участие в нашей утренней программе. Я желаю вам удачи, хорошего настроения. Еще раз с праздником. И напоминаю, что сейчас у нас на связи был Игорь Будаев, старший участковый уполномоченный ОМВД России по Мирнинскому району, майор полиции, за которого, кстати, еще можно проголосовать в конкурсе «Народный участковый». Голосование проходит на портале «Комсомольская правда» и продлится оно до сегодняшнего дня. Давайте поддержим нашего земляка. Ну а мы продолжаем наш эфир. Итак, сегодня, 10 ноября, отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Все мы любим смотреть детективы, в которых умный и хладнокровный следователь срывает хитрые планы преступников и блестяще раскрывает запутанные дела. А все ли так романтично на самом деле? Давайте узнаем. В кабинете отделения следственной части по расследованию организованной преступной деятельности практически без конца звонит телефон. На столе кипа бумаг и папок. Иннокентий Акаемов, начальник отделения. Не каждый день начинается с кофе. Чаще без перерыва на обед, иногда без выходных, а порой и сутками. Такая работа. Ненормированный рабочий день, то есть начинается с утра и заканчивается, когда вот все свои дела сделал, либо от усталости упал и уснул. Следователь – это образ жизни. В связи с тем, что мы боремся с преступностью, а преступность у нас не работает с 9 до 6 вечера, и у них не бывает выходных. Преступление совершено, следователь обязан выехать на место происшествия, провести неотложные следственные действия. В случае, если лицо, совершившее преступление, установлено, то принять меры к его задержанию. Многие из нас представляют работу следователя, основываясь на детективах и телесериалах. Однако экранный образ этой профессии, увлекающей своей приключенческой романтикой, весьма далек от действительности. Вот, допустим, в фильмах показывают, что следователь с пистолетом прыгает из крыши на крышу, догоняет преступника. На самом деле это не так. Работа следователя, она вот 99% времени проводится в кабинете. Он сидит в кабинете, составляет процессуальные документы и протоколы следственных действий. Помимо знания Уголовного кодекса и законов Российской Федерации, досконально профессионал должен соблюдать права человека и вести следствие исключительно в рамках закона. Иннокентий Акаемов уже 13 лет в службе. За это время раскрыты сотни дел, но одним из самых сложных и долгих стало уголовное дело в отношении участников преступного сообщества. По делу проходило 9 человек. Они осуществляли сбыт наркотических средств на территории нескольких субъектов Российской Федерации. По уголовному делу было изъято на территории различных субъектов Российской Федерации свыше 7 килограммов наркотических средств, которые вот по оценкам, рыночная стоимость на черном рынке, примерно свыше, не знаю, 20-25 миллионов рублей. За это наградили почетной грамотой и выдали атлас Якутии. Как мы видим, профессия работника следственного отдела имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это востребованная профессия, но ежедневная и кропотливая. Но если есть желание помогать людям и развиваться, работа всегда приведет к результату. Выпускники юридических вузов, милости просим, следственные подразделения, следственное управление МВД Якутии. Всегда вам будем рады. Главное, чтобы были знания и желание работать. Дальний Восток – место в последнее время очень популярное. Туда едут толпы туристов, там проводят престижные международные форумы и фестивали. И в ноябре-декабре этого года москвичи и гости столицы смогут поближе познакомиться с этим регионом России, куда входит и наша республика. Что запланировано в рамках масштабного мероприятия «Дни Дальнего Востока» в Москве, об этом нам расскажет Светлана Александрова, начальник отдела региональных мероприятий Конгресс-центра Якутия. Доброе утро, Светлана, очень рада вас видеть в нашей студии. Здравствуйте, доброе утро. Светлана, скажите, в каких числах именно в Москве пройдут Дни Дальнего Востока?
В этом году Республика Саха-Якутия принимает участие в комплексе мероприятий в рамках Дней регионов Дальнего Востока в Москве. Вот уже с 9 ноября мероприятия будут до 11 декабря. И нынче в этом году Республика Саха-Якутия принимает участие в таких активностях, как... Извините, волнуюсь. Светлана, скажите, Да. как нынче будет проходить это мероприятие, учитывая вот сложную эпидемиологическую ситуацию? Да, нынче в этом году представлены комплекс мероприятий в учебных заведениях Москвы. Сейчас согласовано участие в 10 учебных заведениях, таких как, скажу, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Госуниверситет управления, Московский политехнический университет и еще 7 учебных заведений заявлены. В этих учебных заведениях будут мобильные выставочные стенды. По 2 дня будут проходить промо-акции в каждом учебном заведении. И в рамках этого мероприятия промоутеры будут рассказывать о потенциале регионов Дальнего Востока, как туристических, так и про работу для молодежи. Также в этом году у нас будет проходить дальневосточный квест, он традиционный. В этом году будет уже 4-й квест. Светлана, расскажите, что за квест такой, вот, что он из себя представляет? Большой дальневосточный квест – это викторина, направленная на развитие внутреннего туризма Дальнего Востока. Это представляет из себя онлайн-игру. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией поменяли немного концепцию. В прошлом году, допустим, это было в несколько этапов, и квест продолжался вплоть до конца апреля, и победителей награждают туристическими путевками в регионы. В прошлом году к нам приезжали 2 молодых человека. Они были несколько дней у нас как раз летом во время СЭХа. Они объездили такие места, как Булус, Тукуланы и другие наши достопримечательности туристические. В этом году также будут представлены 8 туристических путевок с регионов. Светлана, а кто может принять участие в этом квесте? То есть не обязательно житель Якутии, любой житель России, да? По правилам участия могут принять жители Москвы и Московской области от 14 лет. Это мероприятие оно направлено на популяризацию именно у москвичей, так скажем, Дальнего Востока. Ясно. И, Светлана, я еще знаю, что в Дни Дальнего Востока традиционно проводится премия «Звезда Дальнего Востока». Вот расскажите, что за премия такая, в который раз она проводится и кто может тут принять участие? Да, у нас есть ежегодная премия «Звезда Дальнего Востока», общественно-деловая премия. В этом году, к сожалению, мы еще не имеем информации. Так скажем, это общественно-деловая премия, которая направлена на... Извините, волнуюсь. На выявление таких потенциалов. И она представляла в прошлом году 11 номинаций. Это 10 постоянных номинаций, таких как стратегическое развитие, лучший гектар, лучший работодатель, открытость, бизнес-действия. В этом году мы еще не имеем информации. Боимся, что в связи с этой ситуацией тоже отменяют, потому что
Ну, будем надеяться, что премию не отменят. Светлана, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Я желаю вам удачи и отличного настроения в течение всего дня. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. И не забывайте, что мы для вас работаем только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Смело отправляйте на этот номер свои сообщения. Может быть, у кого-то сегодня день рождения. Мы обязательно вас поздравим. Сейчас реклама. Четверг, на часах уже 7:30, пора вставать, кто еще валяется в постели. Сейчас я передаю слово своим коллегам из службы новостей. Не забывайте, что мы работаем для вас в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. Пишите нам, ну а пока новости. Доброе утро, это телеканал Якутия-24, новости в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. В Якутии в отношении предпринимателей, завышающих цены на лекарственные препараты, будут проведены проверки. Об этом на очередном заседании оперативного штаба заявил глава республики Айсен Николаев. Он поручил региональному Кабмину совместно с Росздравнадзором провести проверку в тех населенных пунктах, откуда идут жалобы на высокие цены на лекарства. Также Айсен Николаев распорядился пересмотреть методы лечения, развивать практику телемедицинских консультаций и усилить контроль за соблюдением ограничительных мер на местах. С этой недели в ряде школ республики началось обучение после осенних каникул. Оперативный штаб Якутии определил, что важными остаются соблюдение санитарных эпидемиологических требований в школе, а также масочный режим и социальная дистанция. Помимо этого, в очной форме в школах должны работать только те педагоги, которые не входят в группу риска. А как должны работать педагоги, входящие в эту группу риска, оперштаб дает разъяснение. Педагоги же, которые входят в группу риска, которые старше 65 лет, а также педагоги, которые страдают, имеют заболевания хронические, вправе работать непосредственно на дистанционной форме, либо находиться на больничном листе.
Минздрав России изменил правила лечения коронавируса на дому. Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, при этом бытовые условия в расчет не брались. Теперь госпитализации подлежат пациенты, живущие в общежитиях и коммунальных квартирах, а также совместно с пожилыми или людьми с хроническими заболеваниями. Также приказом обязали врачей информировать надомного пациента о том, что он должен вызвать медпомощь при ухудшении самочувствия. Если больной живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом месте. Накануне все школы столицы приняли решение о том, в каком формате будут проходить образовательный процесс. Некоторые школы готовы приступить к полноценному процессу и принять всех учеников с 1 по 11 классы, но большинство учебных заведений приняло решение о смешанной форме обучения. Это когда школьники поочередно получают знания то в школе, то за мониторами домашних компьютеров. По подобной схеме школы отработали первую четверть, и, по словам учителей, особых проблем с налаживанием учебного процесса ни учителя, ни ученики не испытали, и первую четверть таким образом многие школьники окончили хорошо. По приказу Управления образования на сегодняшний день с 1 по 11 классы фактически могут обучаться в очном режиме, но в данном приказе есть определенные оговорки. В части чего? В части того, что 5 и 10 классы у нас по приказу образовательного учреждения могут обучаться полностью в дистанционной форме. Также 9 и 11 классы, которые у нас являются в этом году выпускными классами, должны обучаться обязательно в очном формате. К другим темам. Минувшее засушливое лето и лесные пожары могут негативно сказаться на зимовке лошадей в Якутии. Аномальные природные условия создали угрозу копытных в центральных и заречных районах республики. Аналогичная ситуация наблюдалась в начале зимовки 2017-2018 годов. Если лошади раньше времени выйдут на подкормку, это может привести к острому дефициту не только зернофуража, но и грубых кормов. По состоянию на начало ноября в республике поголовье лошадей составляет более 245 тысяч. Есть прогнозы по поставке к дополнительным подкормкам лошадей. Это как в 2017-2018 годах. Прогноз. Поэтому есть опасения, что дополнительно нам потребуется порядка 8,5 тысяч перетарки и закупки между районами грубых кормов. В рамках работы по организации работы устойчивой зимовки скота и лошадей в следующем году предусмотрено порядка 50 миллионов рублей. Но, смотря на ситуацию, на первом квартале мы эту сумму будем актуализировать. Академия наук Республики и региональная общественная организация по развитию детского движения «Юные оленеводы» объявили о проведении республиканского конкурса фотографий «Арктика глазами детей». Она направлена на привлечение внимания общественности к культуре, духовно-нравственным ценностям малочисленных народов Севера, вопросам сохранения экологии и уникальных природных экосистем Севера. К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 17. На конкурс предоставляются фотографии, выполненные на цифровые или пленочные фотоаппараты и соответствующие следующим номинациям: традиционный образ жизни народов Севера, природа Арктики, лица и поколения. Прием конкурсных работ с 1 ноября по 31 декабря текущего года. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня. До встречи. Итак, на календаре сегодня 10 ноября, вторник, и через несколько дней в нашей республике стартует конференция «Инвестиции в раннее детство. Основа будущего». Более подробно об этом мероприятии нам сегодня расскажет Юрий Семенов, руководитель научно-образовательного центра Академии наук. Юрий Иванович, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, подробнее о конференции, с какой целью она проводится и с какого числа стартует? Любые конференции всегда проводятся с целью найти новые интересные методы, формы работы, в нашем случае это с детьми. Сегодня мировая наука и педагогическая наука не стоит на месте. Мы знаем, что очень
много новых методов работы с детьми, особенно в раннем возрасте. Если раньше все конференции в основном были направлены на школьный возраст, то сегодня мировая наука доказала, что самый большой эффект достигается в развитии детей в раннем и дошкольном возрасте, то есть от рождения до 3 лет. Представьте себе, оказалось то, что мозг ребенка формируется именно практически до 3 лет, о чем говорят японцы и так далее, другие. И вот ребенок рождается практически уже со всеми работающими органами. Сердце, почки, печень, все работает. А вот мозг ребенка будет формироваться, расти и так далее. Да? Ну, первые годы жизни, они самых важных. Поэтому целью конференции является найти новые формы, методы эффективного развития наших детей в условиях меняющегося мира. А кому будет интересна эта конференция? Эта конференция прежде всего направлена для нас, педагогов, которые работают с детьми. Конечно же, она будет интересна родителям. Все у нас будет в свободном доступе и в YouTube-канале, и через Zoom мы будем транслировать. А результаты, которые мы будем давать, они, конечно, будут интересны для людей, принимающих решения, то есть органов власти, местного самоуправления, органов власти, государственного, Министерства образования, где, изучив новые тенденции в мире, в России, в наших муниципалитетах, на Дальнем Востоке, мы скажем, что куда можно наиболее эффективно инвестировать государственные средства. Вот почему наш форум называется «Инвестиции в раннее детство». Это лучшие инвестиции. Нас в этом поддерживает целевой фонд будущих поколений. В отличие от государственных органов, он является более мобильным, потому что, понятное дело, что государственный механизм повернуть достаточно сложно. И поэтому отрадно, что нас поддерживает Московский университет имени Ломоносова, наш Северо-Восточный университет, ну и ряд других регионов. Мы посмотрим большое количество различных опытов. Какие результаты вы ожидаете от этой конференции? Мы прежде всего очень надеемся увидеть эффективный опыт работы Самарской области, Иркутской области по работе в раннем возрасте с детьми, в области здоровья детей. Сегодня Институт коррекционной педагогики в Москве доказал, что дети, рождающиеся даже с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, при раннем выявлении до 3 лет имеют огромный потенциал восстановления и перейти к норме к 7 годам и пойти в общеобразовательную школу. Но для этого надо именно ранее выявить. И с помощью психологов, педагогов восстановить ребенка. Мы часто знаем, что сталкиваясь с этой ситуацией, когда выявляется инвалидность ребенка, либо какие-то ограниченные возможности, то родители начинают искать сразу какую-то волшебную пилюлю, лекарство. Но это невозможно вылечить такого ребенка. Но вернуть его к нормальной жизни с помощью психологов, педагогов, методов, которые есть, возможно. Вот такие результаты мы надеемся получить и направить его нашим педагогам, родителям и органам государственной власти. Юрий Иванович, вот вы сказали, что эта конференция стартует 16 ноября, да? А как она будет проводиться? Она будет проводиться в онлайн-форме, безусловно, на сайте Академии наук, Целевого фонда будущих поколений, Министерства образования, Министерства молодежной политики. Будут программы. Каждый будет иметь возможность посмотреть наши прямые трансляции. Там будут семинары, там будут различные лекции, в том числе обсуждения, дискуссии, которые будут свободны для всех педагогов, родителей и государственных муниципальных служащих. Поэтому... То есть нужно куда-то зайти, как-то зарегистрироваться? Да, это можно зарегистрироваться сразу же в YouTube-канале Академии наук, Целевого фонда будущих поколений, Республиканского центра по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детского сада «Прометейчик» города Якутск, и получить свободный доступ абсолютно бесплатно. Каждый это может посмотреть. Очень много будет участников, более чем из 10 регионов нашей страны. И мы заявок сегодня получаем больше 485, так что будет довольно интересно. А будет ли какой-то интерактив? Можно ли родителям задавать вопросы, например, врачам, педагогам, психологам? Да, это будет возможно в рамках конференции, которая у нас будет, и в рамках вечерних лекций после 6 часов у нас 19, 20, 21 будут вечерние лекционные занятия ученых, педагогов, практиков. Им можно будет задать в YouTube вопросы, как в электронной форме, а если будут Zoom, то и в Zoom можно будет напрямик задать эти вопросы и получить ответы, которые интересуют родителей. Что ж, огромное спасибо, Юрий Иванович, за участие в нашей утренней программе, за такую позитивную информацию
информацию во вторник с утра. Я думаю, что участников в этой конференции будет достаточно много, заинтересованных, я думаю, тоже будет очень много, родителей будет достаточно. Желаю вам удачи, отличного настроения, дорогие друзья. Мы продолжаем наши эфиры, не переключайтесь. Вместе с Пенсионным фондом мы продолжаем отвечать на вопросы населения. Очень часто спрашивают, можно ли получить денежную компенсацию за неиспользованный проезд. И ответ вы найдете в нашем следующем сюжете. Пенсионер ни разу не пользовался правом проезда, то у него не может быть вообще проезд не имеет денежной компенсации. Денежная компенсация за не воспользовавшийся правом проезда, оно не предусмотрено законом. То есть, если пенсионер не воспользовался этим правом проезда до 2018 года или до 2020 года, у него право наступит с того момента, когда он воспользуется этим правом. А для тех пенсионеров, которые в 2018 году воспользовались таким правом, да, и у них в 2020 году право наступило, то есть 2 года прошло, а проезд у нас оплачивается раз в 2 года, то этим пенсионерам, которые в связи с пандемией не смогли в этом году, в текущем году использовать этот проезд, у них будет право. С 1 ноября изменился режим работы управления города Якутска. 3 дня в понедельник, вторник, четверг прием ведется с 9 до 8 часов дня. Управление города Якутска является у нас самым большим управлением, то есть численностью более 60 тысяч пенсионеров. В условиях пандемии все территориальные органы принимают граждан только по предварительной записи. А предварительная запись на прием в городе Якутске в управлении, она у нас дает возможность записаться только на декабрь месяц. Понедельник, вторник, четверг – это те дни, по которым клиентская служба принимает по всем государственным услугам, которые предоставляет Пенсионный фонд. А по средам и пятницам у нас прием ведется только по жизненной ситуации. То есть это может быть подтверждение личности в госуслугах, или же это может быть получение пособия на погребение.
Как вы думаете, что общего между воробьем и рыбаком? Казалось бы, ничего, однако эти два понятия объединяет широко распространенная китайская настольная игра «Маджонг». Цель этой игры – набрать как можно больше очков, собрав наиболее ценную комбинацию. Более подробно об этой игре нам расскажет моя коллега Светлана Трофимова. Доброе утро! Передо мной находится настольная игра «Маджонг». Ее я приобрела в Китае 13 лет назад. С тех пор эта настольная китайская игра является любимицей нашей семьи. Мы играем в нее постоянно, в обычные выходные или в праздничные дни. К тому же эта игра очень сплачивает всех домочадцев. История приобретения этой игры достаточно банальна. Мы путешествовали с семьей по Китаю и обратили внимание на то, что все жители, продавцы вдоль дороги садятся прямо за небольшие столики и все во что-то азартно играют. Мы спросили об этом у гида, она нам рассказала, что это традиционная китайская игра, и мы все непременно захотели ее приобрести. С тех пор и наслаждаемся этой приятной игрой. Нисколько об этом не жалеем. Покупка была на 100% самая выгодная. Ну а к тому же история происхождения этой игры тоже весьма увлекательна. Известны несколько теорий происхождения игры. Самая экзотическая из них говорит, что в нее играли на Ноевом ковчеге в течение всех 40 дождливых дней и ночей. По этой теории игра существует как минимум с 2350 года до нашей эры. Другая версия предполагает, что игру приблизительно в 500 году до нашей эры придумал Конфуций, когда он распространял свое учение. Есть еще одна версия происхождения названия этой игры. Маджонг – адаптированное к английскому языку слово, которое с китайского переводится как «воробей». Есть несколько теорий, объясняющих, почему за основу взята именно эта птица. Главная из которых гласит, что звук костяшек очень-очень напоминает щебетание воробья. Все в этой игре имеет смысл и философскую природу, даже рисунок на костяшках. Например, игровая фишка с таким изображением обозначает умеренность. Зеленый дракон – вот это – процветание, а вот это соответствует доброжелательности, искренности и почтительности к родителям. Я со своими детьми играю в первый уровень сложности. Для начала все хорошенько нужно перемешать. Затем мы выстраиваем 4 стены, прямо как Великая Китайская стена. Объяснять правила игры, наверное, сейчас бессмысленно, но, уверяю вас, найдете вы их в интернете без трудностей, подберете для себя свой уровень и затянетесь, это я вам гарантирую. Если я вас хоть немного заинтересовала этой китайской игрой Маджонг, обязательно загляните в интернет, посмотрите правила игры, там есть несколько уровней сложности. Уверена, понравится абсолютно всем домочадцам. И даже самым маленьким, ведь они могут строить вот такие замечательные башенки. Проверено на собственных детях. Всем приятных семейных вечеров. Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем делиться с вами доброй и бодрой информацией. И с сегодняшнего дня в нашей республике стартует Республиканский кинофестиваль детских и юношеских фильмов. Более подробно об этом кинофестивале нам сегодня расскажет Раиса Уйгурова, руководитель медиацентра Абагинской средней школы, учитель якутского языка и культуры, отличник образования Республики Саха-Якутия. Раиса Иннокентьевна, доброе утро! Доброе утро. Очень рада вас видеть в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, какая программа ожидается на кинофестивале? Мы планируем провести кинофестиваль с несколько большим размахом для нас. Да? История нашего фестиваля уходит корнями в фестиваль, который мы проводили у себя в районе.
Ну а нынче мы решили его сделать республиканским и посвятить нашему имени якутскому кинодраматургу Львовичу Габышеву, которому именно сегодня исполняется 100 лет. Ну и надо, что нас поддержали, и у нас появились партнеры. Это детское республиканское издательство «Киски», Ассоциация писателей Якутии, Сахи, творческое объединение видео и вот довольно такое, ну, планируем масштабное мероприятие и вот, скажем, планируется мастер в рамках фестиваля. Наши гости, именитые профессионалы в своей сфере кино, они будут проводить онлайн-мастер-классы для нашей аудитории. Ну, а аудитория детская. Мы планируем все эти мероприятия для наших детей и для тех руководителей, для тех учителей, которые вот именно занимаются детьми. Раиса Иннокентьевна, скажите, а сколько заявок на сегодняшний день уже поступило? Сколько участников в этом кинофестивале? Ну, на сегодняшний день поступило 55 заявок на 55 фильмов. Это очень хорошая примета, мы думаем. Это 2 четверки, то есть, если перевести на школьную, то это 2 оценки отличные. Ага, а когда будут подводиться итоги и кто будет определять победителей? Да, у нас довольно внушительное жюри, очень профессиональное, мы считаем. У нас в членах жюри Вячеслав Николаевич, кинорежиссер, Олег Гаврилович Сидоров, председатель Ассоциации писателей Якутии, Потапов Владислав Яковлевич, издательство «Стиль», Лопатина Наталья Владимировна, победитель творческого дневника видео. Ну и вот такие вот профессионалы. И, конечно же, представители, члены семьи Владимир Габышев. Огромное спасибо, Раиса Иннокентьевна, за участие в нашей утренней программе. Я желаю вам удачи, отличного настроения и хорошего проведения республиканского кинофестиваля. Напоминаю, что у нас на связи сейчас была Раиса Уйгурова, руководитель медиацентра Багинской средней школы, учитель якутского языка и культуры. И мы говорили о республиканском кинофестивале детских и юношеских фильмов, который проводится в рамках 100-летнего юбилея Льва Габышева. Сейчас, друзья, мы уходим на короткую рекламу. Не переключайтесь, а далее встречайте моих коллег Романа Нергуяну.